В 1781 году квартирмейстер русской армии Леонтий фон Штедер был отправлен в горные районы Центрального Кавказа. Побывав в стране ингушей, он зафиксировал свои наблюдения в следующих строках. При их гостеприимстве, при всеобщей их доброте, при похвальном равномерном распределении того, что дает им счастье и случай, теряют они облик дикарей и предстают более человечными, чем наши алчные цивилизованные люди. Они чрезвычайно худые, высокие, с легкой походкой, крепкие и неутомимые. Внешне они свободны, дикие и серьезные. В речи они пылкие, но очень быстро успокаиваются. Все их чувства проявляются искренне и открыто. Презрение к жизни считают они добродетелью, малейшее проявление страха – большим пороком. Поэтому они безрассудно отважны. Во время продвижения нашего отряда по ущелью реки Ассы один молодой ингуш, несмотря на окружавших меня 20 телохранителей, попытался застрелить меня. И ты смеешь напасть на меня? Знаешь ли ты, чем это обернется для тебя? Мне передали, что он говорил о желании убить такого, как я. Ты будешь изрублен в куски! Я знаю. Вся твоя семья будет истреблена! Пусть попробуют взобраться на эти скалы. Так же, как вы не можете истребить здесь диких коз, еще меньше вам удастся истребить моих родственников. Из великодушия я подарю тебе жизнь! Этого ты не можешь сделать, так как я презираю ее. Хладнокровие, как я заметил, считается у них лучшим достоинством. Охота, набеги и война – славные занятия их молодежи, и они предаются грабежу из честолюбия и нужды. У них существуют родовые предводители, не наделенные властью, влияние приобретается лишь красноречием и способностью действовать. Отец вооружает сына, как только тот становится способным защищать себя, и затем предоставляет его произволу судьбы. Они почитают единого Бога, Создателя и Кормильца, и приносят Ему в жертву животных и иные дары. Ингуши трудолюбивы, особенно их женщины, которые заботятся о хозяйстве и одежде, переносят по горам тяжелые ноши и нередко проходят по 8 верст за дровами для огня. Поскольку высокогорные местности лишены лесов, дрова им приходится приносить из еще более высоких гор, преодолевая немалые трудности. Я думаю, что в этом заключается главная причина тому, почему их дома построены из камня.